Поиск корней привел венгров к изучению казахского языка. Этническая казашка Онайша Мандоки почти 40 лет проживает в Венгрии. Рассказала, как и зачем венгры изучают казахский язык. Замужество. В Венгрию в 1980 году нас приехало 12 человек. Я согласилась выйти замуж за Коныра. И мы с друзьями, родственниками и моим отцом приехали сюда. С тех пор живу в Будапеште. Это было советское время. Тогда было сложно выехать за границу. Нам помог Олжас Сулейменов. По своей основной специальности я учитель русского языка. Окончила Атраусский педагогический институт. По приезде сюда я поняла, что смогу работать лишь на казахском языке, потому что кроме Коныра никто не владел казахским. Было много русскоязычных. Английский я тогда еще не знала. Это был период, когда только начала изучать венгерский. С 1985 года я начала обучать венгров казахскому. У меня были 1000 студентов. Это не моя специализация, но благодаря знанию родного языка я стала специалистом по казахскому. В те годы я дополнительно консультировала Министерство иностранных дел Венгрии по вопросам культуры и традиций стран Центральной Азии. Суверенитет вызвал интерес к Казахстану и казахскому языку. После приобретения Казахстаном суверенитета в 1990-е годы о стране начали говорить. Венгры начали изучать свою историю через казахов. Те, кто заинтересовался родственными связями, стали проявлять интерес к изучению казахского языка, и сейчас этот интерес вырос вдвое. В основном казахский язык хотят изучать венгры и кипчаки, жители, которые верят в связь между венграми и казахским народом кипчак. Большинство из них лингвисты, историки, географы и этнографы. Изучающие затруднений не испытывают, потому что оба языка похожи по структуре построения предложения спряжениями. Различий мало. Дети это сразу чувствуют и хорошо осваивают. У венгров никаких сложностей с изучением казахского нет. Они изучают не только язык, но и все, что связано с жизнью казахов. Учатся ездить верхом, играть на домбре, кабызи, валять вайлок, прясть с веретеном, собирать юрту. Именно через язык проявляют интерес к истории. Обучение я начинаю с беседы с учениками. Дальше уже по интересам. Пословицы, поговорки, рассказы, легенды. Учим не только грамматику. Сейчас я уже на заслуженном отдыхе, но продолжаю работать. Обучая языку, я приобретаю силу. Мы живем в Европе, но говорим на своем языке. Сына также воспитываю по-казахски. Родной язык нельзя забывать. Меня беспокоит ситуация с казахским языком на родине. Такое ощущение, что казахскоязычные люди остались лишь в сельской местности, объявили независимость, дали свободу. Однако всему есть предел, в том числе это касается и свободы. Знать иностранные языки – это хорошо, однако и родной тоже нельзя забывать. Конечно, привыкнуть к новому месту проживания было нелегко. Месяц рядом со мной находились родственники, поэтому как-то не заметила, было весело, но после их отъезда почувствовала себя одинокой. В 1981 году оформила документы и тогда узнала, что в Будапеште проживает всего 3 выходца из стран Азии. Когда я шла по улице, все оборачивались мне вслед. Когда оказалась здесь, сразу записалась в курсы венгерского и за год хорошо освоила язык. Позднее стала работать в Академии наук и одновременно журналистом. В советское время выходили журналы «Советский Союз», «Девушки», «Женщины», «Факел». Я брала интервью этих журналов на венгерском языке и переводила их на русский. В университете проводила со студентами практические занятия. Так началась моя преподавательская деятельность. Как живет казахская диаспора? Рассказала Онайша Мандоки и о казахах, проживающих в современной Венгрии.
По официальным данным в стране проживает 200 казахов. У всех есть работа, живут хорошо. Мы встречаемся на мероприятиях и сообща решаем, если кто-нибудь нуждается в помощи. Одна проблема – у нас нет казахской школы. В Сигетском университете преподают казахский язык. Однако, как я слышала, студенты экзамены по предмету не сдают. Прежде сдавали тесты по казахскому языку и получали сертификаты. Сейчас я планирую взяться за это дело. Думаю, число желающих изучить казахский язык возрастет, потому что здесь не выдают диплом университетский без знания двух языков.